История показывает, что мировые процессы всегда неустойчивы и изменчивы. Когда старый порядок рушится, теряет устойчивость, возникает борьба за правила следующего порядка. Так вот, каким будет этот новый мир? Выстроенный на основе правил или на основе принципов, напрямую зависит наше будущее. Пока что единых правил все меньше. Возникают новые силы притяжения, которые не готовы мириться с несправедливостью. Мир находится в процессе борьбы, и события на Украине, в Иране, между Пакистаном и Афганистаном, Тайванем и Китаем, Кубой и Венесуэлой — это все звенья одной цепи, где основную нагрузку уже 4 года несет на себе Россия. И мы не могли остаться в стороне, поскольку у нас общая судьба, поскольку мы либо приобретаем вместе, либо теряем вместе. Чтобы не попасть в этом сложном мире, где нет сегодня правил и принципов, каждый из нас должен отдать что-то личное в пользу общего, и только так мы можем выстоять, сохраниться и приумножить, сохранив свое будущее. Хотел бы немного проговорить и об Абхазии, ее новейшей истории, которая у нас достаточно сложна, и хватило бы, наверное, на целую эпоху. Это и война, в которой мы выстояли вопреки, сохранив не только свои границы, но и южные рубежи России по существу. Это и послевоенная экономическая и гуманитарная блокада, растянутая на долгих для нас 14 лет без возможности восстановиться. Это и признание Российской Федерации в 2008 году, и после очередной попытки Грузии пойти на нас войной на Южную Осетию, вследствие чего мы получили военную, экономическую поддержку, и между нами выстроились уже совсем иного порядка стратегические отношения. За последние, наверное, 17 лет для нас, нашего народа, эти годы являются наиболее стабильными уже в качестве суверенного государства. Во многом отношения между Абхазией и Россией определялись исходя из личности кураторов из Москвы по взаимодействию с Республикой Абхазия. Мне в свое время удалось поработать с Хлопониным Александром, который был сосредоточен на вопросах социального характера и экономической составляющей. Но в большей части удалось поработать при Суркове. Владислав Юрьевич, он был достаточно сложный товарищ, который пытался подмять вопросы политического характера, внутриполитического характера в Абхазии. Но в чем ему не откажешь, он был системный. И именно при нем был разработан и принят базовый на сегодняшний день договор о союзничестве и стратегическом партнерстве с Абхазией, который является сегодня стержневым. Ныне мы взаимодействуем с Кириенко Сергеем Владиленовичем. Это человек с высоким доверием со стороны президента России, обладает большим личным аппаратным весом, благодаря которому мы решили ряд застарелых вопросов. В частности, мы закрыли общим массивом получения гражданства Абхазии для части жителей Абхазии. Не говоря о том, что человек обладает высокой производительностью,
в которой мы не поспеваем всем своим истеблишментом. Вот. Но я хотел бы отметить и проговорить вслух то, что держит абхазский социум подспудно в напряжении. Вот у нас нет понимания, какой нас видит Россия. То есть в качестве суверенной страны, или в составе России, или частью некого общего формата с Грузией на фоне потепления отношений между официальным Тбилиси и Москвой. Конечно, решение тактических задач по благоустройству Абхазии, набережной и так далее – это хорошо и нужные проекты. Но в главном нам необходимо чувствовать свою защищенность в стержневых, стратегических задачах. То есть понимать тот путь, дорожку, по которой мы идем. Вот на примере Беларуси и России, которая оформлена союзным государством, да, здесь вот формат, такого формата с закрепленным статусом, который не оставляет недомолвок, который понятен и определен. Вот у нас, Андрей Аркадьевич, нет расхождений в оценочных суждениях касательно того, что мы находимся в общем цивилизационном пространстве, называемом русским миром, частью которого является Абхазия. В тех условиях, в которых сегодня находится мир, и, к сожалению, Абхазия находится в точке стратегического противостояния, где у нас должно быть и взаимодействие в составе группы войск, и в составе командования. Грузия со своей стороны, она приняла свое векторальное предпочтение. Единственное, они не хотят быть пущенным мясом, по примеру Украины, потому что со стороны всегда все хорошо видно. Вот. Абхазия со своей стороны является, наверное, единственным последовательным другом России на всем Южном Кавказе. И еще раз говоря, мы свои предпочтения уже давно выбрали и обозначили. Вот. Но в то же время нам необходим и прямой диалог сегодня с Грузией. И, думаю, время к тому пришло. Даже в послевоенное время, еще при первом президенте Владиславе Арзенбе, у нас был спецпредставитель по Грузии, у нас была рабочая межпарламентская комиссия, которая перестала существовать после войны 2008 года. И за последние 18 лет никаких встречных движений по отношению друг к другу не было. Любой диалог лучше отсутствия такового. Вот в то время, когда взоры мира сильных сил прикованы к Южному Кавказу и Закавказью, где нам тоже не пристало давать собой пользовать. А для этого нужно усилия все-таки обеих сторон. Касательно международных организаций, представленных в Абхазии, и текущих угроз в этой связи, я вам скажу, что мы участвуем в женевских дискуссиях. Считаю это правильным для нас и полезным, не потому, что мы видим на выходе какой-то очевидный для нас результат, потому что это единственная возможность на европейской площадке донести свою позицию. Потом, пока мы представлены на таких международных площадках, пока номинально в Абхазии представлены
неправительственные организации нас не называют террористической страной или не говорят о том, что на базе производственных площадей СВТ и Абхазии мы производим биологическое оружие. Для этого не нужно быть виноватым, обозначат, и примеров тому множество. Потом, находясь в достаточно ограниченном ресурсе, мы тоже не можем отказываться от внешней помощи, но она, конечно, должна быть избирательной. Через такого рода программы ко времени было разрешено много полезных действий в отношении Абхазии. Это и разминирование всей территории Абхазии по линии Hello Trust, это и борьба с туберкулезом через Красный Крест и Врачи без границ, это и перекрытие крыш всех секционных домов у нас в стране. И также обеспечение лекарственными препаратами в момент блэкаута, связанных с ковидом. Но в то же время мы понимаем, что под благими программами и предлогами существует и идеологическая составляющая с размыванием гендера, с размыванием национальности, с идентичности на основе свободы. Проводят, есть попытки проведения своих чуждых и вредных наших программ. Для этого и существует государственная служба, государственная структура госбезопасности, которые должны пресекать и выдворять такие организации. Но я вам скажу, что одних запретительных мер недостаточно. Нам со своей стороны нужно создавать такие организации, неформальные, неправительственные, с нашими ценностными категориями духовных, цивилизационных, нравственных и иных. И только таким образом мы сможем развиваться, выдержать и двигаться вперед. И в качестве заключения, извиняюсь, что я время занимаю, поскольку мы стоим в преддверии выборов в Думу Российской Федерации. Абхазия в этом процессе тоже участвует. И участвует не в полную силу. В связи с чем? Обычно в день референдума у нас открываются участки от 3 до 7 пунктов. Этого недостаточно для того, чтобы жители Абхазии могли проголосовать, высказать свое волеизъявление. В местных референдумах у нас открываются все участки, которых порядка 35. И голосуют порядка 100 тысяч человек из 130 тысяч заявленных. В Российскую же Думу в лучшем случае самым высоким показателем являлось 14 тысяч. То есть нам этот вопрос, который нужно разрешить. Потом наши голоса, они прикомандированы либо к Краснодарскому краю, либо к Московской области, где никакой погоды мы не делаем, поскольку количество избирателей там определяется десятками миллионов. Но, условно говоря, там в Читинской области, которая является в большей части оппозиционной, голосует всего там порядка 400 тысяч человек. Если наши голоса из Абхазии будут в Читинской области прикомандированы, и мы сможем отработать в полной мере, я думаю, это будет иметь существенное значение для того, чтобы там стабилизировать в какой-то части, и наши предпочтения, они на стороне Единой России.